История этого судна подобна человеческой жизни. Дошел до устья Лены и стал родоначальником Северного морского пути. Был свидетелем грандиозных исторических событий Великой Северной экспедиции под руководством командора Витуса Беринга. О героическом прошлом, трагической судьбе и втором дыхании дубель шлюпки «Якутск» смотрите в документальном проекте «Хранители времени». Великая Северная экспедиция была предпринята русскими моряками во второй четверти XVIII века. В ней принимало участие до 600 мореплавателей и ученых. Разделившись на 7 отрядов, 6 морских и 1 сухопутный, им удалось совершить невозможное. Были описаны северные берега Евразии, от Архангельска до Охотска, исследована Сибирь до южных и восточных ее пределов, изучены Курильские и Алеутские острова, разведаны пути в Японию и Америку, окончательно установлено существование пролива, разъединяющего Азию и Америку. Маршрут экспедиции был грандиозным, а научные результаты и географические открытия произвели мировую сенсацию. Для осуществления этой масштабной идеи в разных городах Сибири были построены 3 дубель-шлюпки – Тобол, Якутск и Надежда. Дубель-шлюпка – небольшое парусно-гребное военное судно в русском флоте XVIII века. Предназначена для действий на реках и лиманах и вблизи побережья морей. В российском императорском флоте дубель-шлюпки появились в 1730-х годах и прослужили почти до конца века. Якутск дубель-шлюпка на экспедиции Беринга, конечно, она стоит особняком. Во-первых, это первое судно с таким названием. Во-вторых, это судно, построенное именно в Якутске, собранное. Строилось 2 судна. Дубель-шлюпка «Якутск» – это значит двухмачтовое судно, и одномачтовый бот «Иркутск». На Якутске Прончищев должен был обследовать западную часть моря Лаптевых, будущего моря Лаптевых, а на восток должен был идти Иркутск. 24 мая 1734 года в Якутск прибыл огромный обоз Великой Северной экспедиции в сопровождении морских офицеров, корабельных мастеров и матросов Адмиралтейского флота. Для провинциального города Якутска это событие стало одним из самых знаковых. Специально из Петербурга был привезен корабельных дел мастер Казьмин, и под его руководством уже по петровским чертежам эту дубель-шлюпку построили. В верховьях Лены и в среднем течении Лены было для доставки продовольствия, товаров, припасов, снаряжения, ведь сколько парусов, сколько канатов. Все это надо было доставлять сюда, в Якутск, как основную базу будущей экспедиции. Поэтому было построено порядка 200 лодок. Кроме этого, был загружен полностью почтовый тракт. Полностью, как это называется, под завязку. Причем в режиме повинности. Ведь у командора Беринга были большие полномочия. И он мог своим приказом, в общем-то, реквизировать, грубо говоря, лошадей, повозки, возчиков и так далее. Сохранился рапорт командора Беринга Адмиралтейству. Заложенные при Якутске летом 1734 года 1 бот и 1 дубель-шлюпка длиною в 70, шириною в 18, глубиною в 6,5 футов. А лес в строении употреблен лиственничной, а кокоры еловые да балки сосновые. А строением окончены и спущены на воду 23 мая
1735 году. Это вообще было очень грандиозное предприятие, ведь для того, чтобы не везти якоря, да, и другие железные изделия, рядом с Якутском был построен с нуля железоделательный завод на Тамге. Действительно, за короткие сроки недалеко от нынешнего села Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса в 1735 году заработало первое в мире металлургическое предприятие в условиях вечной мерзлоты. Руду привозили из территории Ленских столбов, а завод до 1743 года произвел более 400 тонн железа для северной экспедиции. Когда перед тобой полностью неизвестность, полностью белое пятно, на что рассчитывать? Только на себя, только на свои силы. Фарватер был совершенно не исследованной реки, то есть вообще по судоходству не было как такового. А суда-то были довольно-таки приличные, предназначенные для морского плавания. Поэтому с большим трудом шли по лени, постоянно садились на мели, постоянно приходилось снимать. И к устью Лены эти суда, и Иркутск, и Якутск, подошли уже довольно поздно осенью. Поэтому они не смогли выполнить свою первоначальную задачу, зазимовали. Лейтенант Прончищев. Я! Штурман Челюскин. Я! Лейтенант Известно, что экипаж Якутска состоял из 3 офицеров – лейтенанта и капитана судна Василия Прончищева, штурмана Семена Челюскина, геодезиста, 5 унтер-офицеров и 9 матросов. Все они прибыли из Петербурга и составляли основной костяк команды. А в качестве гребцов на дубель-шлюпку было передано 28 солдат Тобольского и Якутского гарнизонов. До сих пор по трапу с опаской входят. За место мальчик на деревьях учились, сказывают. Ну и что? А где им было учить, пока корабли строили? Это были первые. Первым всегда трудно. Первые всегда наступают на те грабли, на которые еще никто не наступал до них. Вот. Поэтому, конечно, Якутск и на следующую навигацию после зимовки вышел, но попал в очень тяжелую ледовую обстановку. Лед шестый! Лед шестами отталкивать! Быстро! Заделать пробоину и стреломону выскакивать! И спереди, и сзади ты! Быстрее надо решать, уходим или остаемся! Командуй, Василий! Не возразишь, что это была Татьяна Кондырева, потому что есть документы и косвенные, и прямые, по которым значит, Василий Прончищев взял свою супругу в далекое путешествие. Но путешествие действительно очень далекое. И ну, я долго изучал все документы, все возможные документы. Шканичный журнал. Ведь в шканичном журнале послали казака такого-то дров найти, послали такого-то солдата, значит, рыбу поймать. Все. Ну где-то должна была женщина, там вывели женщину подышать из трюма или там еще что-то такое. Ну ничегошеньки нет. Мало того, в иркутской летописи есть такой эпизод, где описано, что Прончищев проживал в одной казарме с офицерами. И ну, вот этот знаменитый конфликт его с Лосиниусом, и там и другие переругались друг с другом офицеры. Вот. То есть, видимо, условия жизни и вот эти трудности вот этой экспедиции, они все-таки нервы у людей не выдерживали. Там Марии тоже нет, ни Татьяны, ни Марии, ничего. То есть некого было везти в Якутске, некого было садить на дубель-шлюпку в Якутске. Но дело в том, что в Усть-Илинке-то похоронена жена его, как сказано в том же самом шканичном журнале. Вот. И моя версия очень проста. Ведь в Усть-Илинке проживали около 20 русских промышленников. 20 семей. То есть они заготавливали рыбу, охотились, оленей заготавливали. Вот. То есть потенциально выбрать из кого-то была возможность. Василий,
Имеешь ли ты искреннее непринужденное желание быть мужем Марии? Дело в том, что в экспедиции же был иеромонах. Вот. То есть отец их духовный, как тоже сказано в шканечном журнале, он их мог обвенчать, как бы сказать, абсолютно спокойно. Версии, как всегда, 5 или 6. Версия 5, версия 1 не выдержала тяжести пути и, как бы сказать, и исчезла из экспедиции. Версия 2 где-то вот в районе Тобольска. Надо в тобольских церквях, в тобольских метрических книгах за те годы посмотреть, поискать. Никто же не искал. Они были первыми и как будто рожденными для этой миссии – шагнуть в неизвестность, преодолевая суровые испытания Арктики, изучить белые пятна необъятной планеты Земля. И все это в маленьком отрезке времени. Возвращайся, Мария! Марии или Татьяне было чуть более 20, а Василию Прончищеву – 34. Они нашли свое последнее пристанище у мыса Тумуль в устье реки Оленек. Начатое ими дело продолжили и завершили единомышленники Прончищева Семен Челюскин и Харитон Лаптев. Судьба дубель-шлюпки «Якутск» тоже закончилась драматично. Летом 1740 года она была раздавлена льдами и, возможно, сейчас покоится на дне у мыса Марии Прончищевой. С тех пор прошло почти 3 столетия. А в 2016 году этому историческому судну судьба подарила шанс напомнить о героических страницах XVIII века. На берегах Онежского озера в Карелии началась реконструкция дубель-шлюпки «Якутск». И вот Якутск, вот здесь вот мы стоим у Якутска, это судно, которое было построено для съемок фильма об этой экспедиции. Вот. И, конечно, нам не все равно, какая у него сложится судьба, потому что идея его постройки здесь, именно Якутска, не обшить просто досками стального корпуса, а построить настоящий корабль, принадлежит нам. Вот. И такое судно было построено. Чертежи готовил Александр Скворцов, вот, который сейчас является капитаном этого судна. Значит, да? Мы с ним обсуждали все эти вопросы. Было много всяких версий по этому кораблю. Значит, да? Вот. Ну, естественно, значит, невозможно было в рамках маломерного судостроения построить судно на натуральную величину. Это уже Петровского приказа постройка, то есть это не традиционно там российское, там какое-то историческое судно. Это по голландскому образцу сделано несколько таких судов для Великой Северной экспедиции было. И назначение это военно-экспедиционное. То есть поэтому у нас есть вот орудия фальконеты, 4 штуки. Подлинный прототип, который, он был немножко больше. И только для того, чтобы попасть в современные правила регистра, сделали его на 2 метра короче, на метр уже и на полметра ниже. То тогда двигателя вообще не было. У нас стоит двигатель небольшой, 75 сил. И этого достаточно. А в старину только паруса и весла. Больше других способов движения не было. 16 весел. Видимо, плюс-минус это столько и было. Вот. Они довольно большие. И это нужна очень хорошая слаженная команда, чтобы такую вот большую лодку на веслах грести, двигать. После реконструкции и участия в съемках фильма дубель-шлюпка «Якутск» уже несколько лет стоит на причале территории уникального морского историко-культурного центра, где расположены музей поморской культуры, школа по возрождению традиционного судостроения и клуб «Полярный Одиссей».
когда мы клуб создали, была одна цель – путешествие. Путешествие на значит, парусниках. И первым кораблем было судно, которое было, значит, в общем, сделано парусником на основе строящихся здесь в Карелии моторно-парусных судов, или просто моторных судов, значит, для рыбных промыслов. Это были малые рыболовные боты. И вот мне такой бот удалось купить, уже списанный, значит, самое. Я назвал его «Полярный Одиссей», потому что была мечта пройти по Северному морскому пути полностью, значит, да. А судну предстояло ходить во льдах Арктики. И вот с этого началась наша история. Морской клуб «Полярный Одиссей» в мореходном деле имеет опыт и немалый. Начиная с 1978 года и до настоящего времени у команды были экстремальные путешествия как ближние, так и дальние. Но в этом плавании мы поняли, что поморы, которые осваивали Арктику, открывали новые земли, они были, в общем-то, опытные мореходы. Вот. И наши российские приоритеты были, в общем-то, в открытии в Арктике. И я стал заниматься этим вопросом, этой темой. И одной из задач наших главных было воссоздать КОЧ, поморское судно для арктических плаваний поморов. И в 1987 году первый в СССР, значит, исторический корабль был построен. Это был КОЧ «Помор». И возникла идея пройти по Северному морскому пути до городища Мангазея, которое существовало вот, значит, в свое время, в 17 веке. Значит, да. КОЧ не имел двигателя, были только паруса и весла. И нам удалось на нем дойти только до Канина носа, до полуострова. Были сильные ветра, шторма. Вот. Мы не смогли высунуться дальше. Но еще один год тренировок. Мы построили еще одно судно, поморскую ладью «Грумант». Вот. И уже 2 корабля сделали первую в СССР экспедицию историческую, моделирующую походы поморов. Мы достигли Шпицбергена. Потом было плавание на нашем паруснике «Стит Николай» вокруг Скандинавии, значит, да. Судну 28 лет. Можно туда спуститься. Вот так вот. Поставлю. Ну, вот здесь вот. Александр Скворцов. Вот тогда, значит, как раз ходил на этих кораблях вокруг Скандинавии. Поэтому вот эта история, эту историю надо сделать доступной для людей, не только наших, но и для западных. Рядом с причалом морского клуба нам удалось увидеть деревянные суда, уже отслужившие свой век. И тут же возник вопрос, в каком же состоянии находится Якутск и сможет ли он выдержать дальние расстояния. А его надо поднять. Для ремонта надо отремонтировать дейдут этому судну, проверить и покрасить, значит, пропитать снова корпус, потому что оно сгниет. Если вот еще вот год оно вот здесь постоит, так вот судно, вы уже видите по парусам, какие они заплесневелые. А что там творится внутри, когда вот оно сейчас закрыто, это судно. Вот. Поэтому его надо ремонтировать и готовить к этому походу. Виктор Леонидович к столетию со дня образования Карельской Республики предлагает предпринять еще одну интересную идею, очень важную для судна «Якутск». К нам в мае приехали норвежцы из музея, значит, Норвегии, музея викингов. И они планируют поход на своем дракаре, вокруг Скандинавии.
И мы договорились о совместном плавании с ними. Вот. Это плавание состоится летом следующего года. И, конечно, идея в чем заключается? Отправить туда Якутск и дракар норвежцев в паре. Может быть, и наш дракар туда пойдет, если найдем финансирование. Под эту идею мы предложили нашему губернатору, Парфенчикову, создать рабочую группу. Рабочую группу для того, чтобы собрать представителей областей, Мурманской области, Архангельской, Карелии, Вологодской, Ленинградской, тех, чьи области на этом маршруте вокруг Скандинавии находятся. Понимаете, Якутия ведь тоже очень интересна для туризма. И вот выйти на своем корабле в эту акцию, это было бы всем интересно. А вот когда это судно пойдет в Европу, то оно будет большие проблемы решать. Во-первых, народная дипломатия будет развиваться, да? Люди познакомятся с историей. История, открытия новых земель в Северном Ледовитом океане. А это очень важно сейчас политически для нас. Потому что все-таки именно россияне открыли Северный морской путь. Очень надежное судно, очень мореходное, очень удобное в управлении и в работе с парусами. В общем, я считаю, что он способен на что угодно, на любой проект. История дубель-шлюпки «Якутск» давно вошла в летопись легендарной Великой Северной экспедиции. Ее реконструкция в наше время тоже стала большим событием. Сможет ли это судно получить столь же героическую известность в новейшей истории? Была высказана такая идея, что, может быть, вообще перегнать это судно в район Санкт-Петербурга, в район нового туристического кластера, это Севкабельпорт, причалив его, пришвартовав его там, использовать как туристический объект, может быть, принадлежащий нам, Республике Саха-Якутия, сделать там такую точку притяжения, можно так сказать, да? Торговать сувенирами, рассказывать о истории Якутии, о истории освоения Якутии. Ну, в принципе, вариантов много. Были такие предложения, что вообще в Якутск его перегнать, но своим ходом это очень тяжело сделать. Я думаю, что руководство примет взвешенное решение, и я думаю, что это прекрасное судно найдет свое историческое место либо в республике, либо здесь, в Санкт-Петербурге. Каждое поколение пишет свою историю страны. И в этой летописи главное не утерять связующую нить между нашим общим великим прошлым, настоящим и будущим. И пусть именно память сердца станет нашим главным компасом.